Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Нокталай. В пятницу, 2 сентября, состоялся рабочий визит президента страны Майи Санду в Гагаузию. Этот визит, до того, как он состоялся, превратился в священный грааль для некоторых гагаузских политиков. Они им грезили, требовали Санду на ковер, лелеяли мечты устроить Санду публичную порку. Редкие визиты Санду в Гагаузию представлялись как сильнейший удар для жителей автономии. В Гагаузии все считают, что Майя Санду в должности президента редко посещает Гагаузию. С чего бы это? Хотя понятно с чего. Дадон ездил в Гагаузию каждую неделю. Правда, толку от этого было мало. Все равно налоговую у Гагаузии отобрали. Наверное, этого же ждут и от Санду. Каждый раз, когда надежда на приезд Санду мелькала на горизонте, а потом исчезала, гагаузские политики начинали соревноваться в предположениях, кого же президент испугалась больше всего. Чего стоит Башкан Ирина Влах, которая на целый год растянула истерику из-за того, что ее не пригласили на инаугурацию Санду. Однако президент Санду таки приехала в Гагаузию, несмотря на спекуляции о том, что она боится то ли гагаузских депутатов, то ли протестующих. Санду приехала в Гагаузию как раз после череды протестов. Протесты, как вы помните, заявлялись против роста цен, но по сути были сплошной одой Путину и пятиминуткой ненависти против Майи Санду, как по Оруэллу в антиутопии 1984. На одном из протестов кто-то даже выкрикивал, что Санду надо разорвать как собаку. Ее не кричать прочь Майя Санду, а надо привести и посреди людей разорвать ее как собаку. Но в день рабочего визита президента в Гагаузию никаких митингов в Камрате и других городах и селах Гагаузии организовано не было. После всех обвинений, оскорблений, угроз и всех остальных неприятных вещей в адрес Майи Санду, все подумали или понадеялись, что она испугается приехать в Гагаузию. Но она не испугалась, приехала и провела здесь целый день с очень насыщенной программой, без обеда и, я так понимаю, без шестого вопроса. Встреча в университете, встреча в Народном собрании с депутатами и встреча с примарами Гагаузии. Таким образом, Майя Санду продемонстрировала, что она в состоянии ездить по стране как минимум по той ее части, которая контролируется официальным Кишиневым, и таким образом выполняет свою функцию гаранта территориальной целостности Республики Молдова. Санду также показала, что уважает особый правовой статус автономии. Если проанализировать короткую историю Республики Молдова и этого Гагаузия, то выяснится, что Гагаузия как автономия выигрывает и получает больше полномочий только тогда, когда у власти в Кишиневе правые политики. Когда страной управляют левые пророссийские политики, Гагаузия теряет полномочия. Воронин и Дадон – яркий тому пример. А с другой стороны, Санду показала, что она открыта и готова к диалогу. Диалогу, которого, очевидно, не хотят в Гагаузии или видят его по-другому. Санду продемонстрировала уважение и гагаузскому языку, и гагаузскому народу, говоря о поддержке, которую центральные власти готовы оказать гагаузской автономии в продвижении и изучении гагаузского языка и укреплении статуса автономии. Другое дело, что в Гагаузии совершенно наплевали на гагаузский язык. Иногда возникало ощущение, что в ответ на разговоры Санду о гагаузском языке в Народном собрании ей хотели ответить: «Да достала ты со своим гагаузским языком». Но не ответили. Мозгов у депутатов еще хватает. Не сказали они так, потому что понимают, что таким образом срубят сук, на котором сидят. Все за пределами Гагаузии понимают, что в Гагаузии прежде всего властям автономии плевать на гагаузский язык. Они его рассматривают максимум как тему для выбивания денег, которые потом могут распилить на издании учебников или еще на чем-то. Но гагаузские власти не заявляют об этом вслух, потому что если они это заявят, тогда встанет вопрос: а зачем вам гагаузская автономия, друзья гагаузы, если вам плевать на гагаузский язык? Гагаузские политики и подконтрольные им СМИ пытались представить этот визит полным провалом Майи Санду и подтверждением недостатка диалога между Камратом и Кишиневым. И самое главное, подтверждением недостатка уважения со стороны Санду к гагаузской автономии на том основании, что в программе рабочего визита президента не было запланировано встречи с Башканом Гагаузии Ириной Влах. Во-первых, Ирина Влах не есть Гагаузия, а Гагаузия, в свою очередь, не есть Ирина Влах. Ирина Влах через полгода уйдет с поста Башкана, и мы забудем о ней как о насморке после простуды. Местные политики почему-то пытаются всем внушить, что диалог между Кишиневым и Камратом должен выстраиваться через личные взаимоотношения главы государства и главы автономии. Но это неправильно, и эта схема не работает. Во-первых,
главы государства и автономии меняются, а Республика Молдова и АТО Гагаузия остаются. Во-вторых, хорошие личные взаимоотношения между главой государства и главой автономии не означают, что эти личные взаимоотношения будут работать во благо автономии. Ну, были у Ирины Влах хорошие взаимоотношения с Игорем Додоном. И что? Это помогло Гагаузии сохранить налоговую? Нет, не помогло. Отношения и диалог должны выстраиваться на институциональном уровне и не зависеть от личных отношений политиков, занимающих те или иные должности. Есть закон, и должны быть механизмы, не зависящие от того, кто находится у власти в Кишиневе и в Камрате, и от личных взаимоотношений между ними. Я много раз слышу разговоры о том, что Санду необходимо налаживать диалог с Влах. У меня вопрос: зачем? Санду этим визитом уважила Гагаузию и жителей Гагаузии. Политические взаимоотношения между Влах и Санду тяжелые, но давайте вспомним, из-за чего и кто сделал их сложными. Санду выступила на церемонии инаугурации Влах в 2019 году. Тогда Санду была премьер-министром. На следующий же день после выборов Башкана Санду поздравила Влах с избранием, несмотря на то, что к выборам Башкана 2019 года были большие вопросы относительно их честности. Тогда Санду закрыла на это глаза ради диалога и спокойствия в стране. Но Влах не поздравила Санду с избранием на должность президента. И с первого же дня пребывания Санду в должности президента стала говорить с ней на языке ультиматумов. Влах достала топор политической войны и начала им размахивать. Да, кто-то скажет, что президент выше по статусу, и она должна спуститься на уровень или до уровня, чтобы не выглядеть не знаю кем. Но речь идет о политическом конфликте, и должностное лицо не должно поступаться своими принципами и оставаться на своей позиции. Не Санду развязала эту политическую войну с Влах, это сделала сама Влах. В конфликтологии есть такое золотое венское правило конфликтологии. Оно звучит так: белым отвечай на белое, черным отвечай на черное. И через каждые 3 шага посылай сигнал о том, что ты готов к диалогу или консенсусу. За все время, что мы наблюдаем за политическим конфликтом между Влах и Санду, Влах отвечала только черными и не демонстрировала готовность к диалогу. Ее призывы к диалогу всегда выглядели как ультиматум. Санду, в свою очередь, демонстрирует готовность к диалогу, но не с Влах, а с Гагаузией. А Гагаузия со своей стороны должна определиться, как она хочет выстраивать диалог с Кишиневым, ради чего и во имя чего. То, что я видел на встрече депутатов Народного собрания с Санду, демонстрирует, что в Гагаузии нет желания налаживать диалог. Общественности были доступны 2 встречи Санду в Гагаузии. Встреча в университете и встреча в Народном собрании. Была еще встреча с примарами, которую я не видел, и видеосъемка с этой встречи, насколько мне известно, не велась. Но не суть. Из всех 3 встреч, которые президент провела в Гагаузии, самой главной и основной была встреча с депутатами Народного собрания. У меня встреча в Народном собрании оставила неприятное, если не сказать тяжелое впечатление. Она подтвердила, что гостеприимность гагаузов – это миф. Я понимаю, что отношение депутатов Народного собрания к Майе Санду можно измерить по шкале от неприятия до ненависти. Другой шкалы для этого нет. И депутаты это неприятие и ненависть демонстрировали кто как мог, и даже не скрывали этого. Я тут не пытаюсь призвать к благоразумию, морали, гостеприимству или еще к чему-то. Я призываю к нормальному диалогу, который депутаты даже не пытались выстроить. И это очень плохо для Гагаузии, как для территориальной автономии, потому что в политике нужен диалог. Еще мы видели пренебрежение, и это тоже плохо. Если ты пренебрегаешь или недооцениваешь своего визави, ты уже проиграл. В конечном итоге депутаты продемонстрировали свое невежество и неуважение, прежде всего к Гагаузии и ее жителям, потому что по этой встрече будут судить о всей Гагаузии, не только о депутатах. Стоит оговориться и сказать, что не все депутаты вели себя таким образом. Были и те, кто вел себя достойно, но несколько скандалистов создали общее впечатление и говорили больше всех. Но я уверен, что те, кто устроил этот кардебалет в Народном собрании, не считают, что они сослужили плохую службу Гагаузии. Они считают, что они уложили Санду на лопатки и устроили ей хорошую публичную порку. Эта встреча выглядела как дуэль дебатера, тщательно подбирающего аргументы, и уличного крикуна, для которого дебаты – это кто кого перекричит. И дебатер был всего один, а крикунов было 33. Но давайте обо всем по порядку. Встреча с депутатами началась с выступления президента, после чего перешли к вопросам
со стороны депутатов и ответов со стороны президента. До выступления президента было короткое выступление председателя Народного собрания Дмитрия Константинова. В своем приветственном слове Константинов сказал, что гагаузцы очень хорошо живут со своими соседями молдаванами. Мы очень хорошо живем, очень добро живем с нашими соседями молдаванами. Мы с ними живем как братья. Радуемся их достижениям и всегда скучаем, жалеем, когда у них есть проблемы. Это, очевидно, был ответ на обвинения в адрес гагаузов о нелояльности к государству и сепаратизме. Выражение «гагаузы и молдаване-соседи» достаточно распространенное в Гагаузии. Это произносит не только Дмитрий Константинов. Но давайте попробуем внести ясность. Я пытаюсь высказать свое видение по этому вопросу. Что значит соседи? Соседи – это Украина и Румыния. Соседи есть у Республики Молдова. С молдаванами, болгарами и другими народами нашей страны мы не соседствуем, а живем в одном доме. В этом доме у нас, у гагаузов, есть одна или две, ну или несколько комнат. Ну, допустим, в этой части дома, где мы живем, у нас еще есть предбанник и даже кухня с ванной. Да, мы пользуемся этой частью дома, но у нас, я имею в виду у Гагаузии, нет права собственности на эту часть дома. У Гагаузии есть договор бессрочной аренды в виде закона об особом правовом статусе. Этот договор позволяет нам производить определенные перестановки в этой части дома, делать ремонт, обустраивать быт и так далее. Но мы в Гагаузии, особенно гагаузские политики, ведем себя так, будто у нас есть нотариально заверенный документ, закрепляющий за гагаузами право собственности на эту часть дома и на землю под ним. Но это не так. Право собственности есть у Кишинева. Нотариально заверенной бумажкой, подтверждающей право собственности за Кишиневым, является международное соглашение, частью которых является Республика Молдова. Кто хозяин в этом доме, понятно из названия этой страны. Более того, гагаузские политики пытаются навязать всему дому определенные правила общежития. Например, с кем дружить и кому ходить в гости. Ну или у кого брать кредит в случае необходимости, например, на отопление. Есть возможность взять кредит в нормальном банке с нормальной ставкой и прозрачными условиями финансирования. Но Гагаузия настаивает на том, чтобы весь дом взял кредит у ростовщиков с битами в руках, фиксами во рту и татуировками на плечах и на коленях. Сама Гагаузия взять кредит не может, потому что с ней никто разговаривать не хочет. У нее нет документов, подтверждающих право собственности на залог. Но Гагаузия подталкивает весь дом связаться с теми, кто выставляет драконовские требования. Например, 1000% годовых или отъем собственности в случае просрочки платежа. Примерно так выглядит поведение политиков из Гагаузии последние несколько месяцев. Очевидно, что у гагаузских политиков немного искаженное представление реальности. Я не пытаюсь сказать, что у Гагаузии нет права голоса в этом доме. Безусловно, есть. И Гагаузия может предлагать, как обустроить наш общий дом. Но Гагаузия берет на себя слишком много, пытаясь диктовать всему дому вопросы внешней политики, забывая, что у нее есть всего лишь небольшой уголок в этом доме, и она отвечает только за него. И Гагаузию почему-то интересуют исключительно вопросы внешней политики страны, когда на самом деле она может и лучше бы занималась обустройством своей части дома. Одним из первых на встрече с президентом выступил депутат Николай Дудогло. Он, что называется, задал тон встречи и заявил, что гагаузы любят Россию больше, чем сами русские, и попросил не забывать о том, что в Гагаузии любят Россию. А еще он попросил Кишинев не вмешиваться в выборы в Гагаузии. Какому-то компромиссу между центром. Мы должны учитывать, что гагаузы хоть и тюркский регион, да, мы тюркской группе относимся, но при этом мы русскоговорящие, и отношение к Российской Федерации Гагаузии преобладает. Иногда даже приезжают наши коллеги с России, говорят, ну вы больше любите Россию, чем мы сами любим Россию. Поэтому здесь где-то учитывать нужно вот этот момент. Не совсем понятно, что Дудогло имеет в виду под невмешательством центральных властей Молдовы в выборы в Гагаузии. Во-первых, обеспечение честных, прозрачных и демократических выборов на территории Республики Молдова – это международное обязательство Республики Молдова. Нет, центральные власти не должны вмешиваться, они должны участвовать в организации и проведении выборов на всей территории страны, в том числе и в Гагаузии. В обратном случае, как они могут гарантировать обеспечение свободных и честных выборов? Да, власти не должны препятствовать волеизъявлению, влиять на подсчет голосов,
но они должны создавать все условия для честных и демократических выборов. И, честно говоря, у Кишинева это получается лучше, чем у Камрата. Может, Додогло имел в виду не вмешиваться в политический процесс? А что насчет влияния России, которое невозможно скрыть и которое проявляется как на выборах Башкана, так и на выборах в Народное собрание? Об этом Додогло почему-то не сказал ни слова. По логике Николая Додогло получается, что Республика Молдова или Республике Молдова нельзя вмешиваться в политические процессы в Гагаузии, которая является составной частью Республики Молдова, а России можно. Интересный подход. Безусловно, основным вопросом, обсуждаемым на встрече президента с депутатами, был вопрос газа. В ответ на этот вопрос Майя Санду несколько раз объясняла, почему цена на газ для Молдовы такая, какая она есть. Она говорила о том, что цена продиктована формулой, привязанной к цене на бирже. И на эту формулу перешла Молдова при предыдущем правительстве социалистов и Додоне. Депутаты снова и снова включали заезженную пластинку про страны ЕС. Сербию и Венгрию, у которых низкая цена на газ. Во-первых, Сербия не член ЕС. Во-вторых, кроме Венгрии, есть еще страны, у которых фиксированная и низкая цена на газ. Насколько мне известно, нет. Если бы Молдова, а не Венгрия, была исключением из правил, то я бы еще понял. Но Республика Молдова находится в таком же положении, что и все страны Европы в вопросе, касаемом цены на газ. Санду также говорила о войне в Украине, которую начала Россия, из-за чего Молдова в бедственном положении сейчас. Все доводы президента были просто проигнорированы. Депутаты задавали один и тот же вопрос раз за разом, иногда открыто призывая играть по правилам России. Вот, например, Сергей Чимпаеш призывает президента Санду не втягиваться в провокации или не реагировать на провокации, связанные с войной в Украине. Народное собрание обращаемся к вам с призывом как главе государства не реагировать на политические провокации, в контексте конфликта на Украине. Мы призываем вас... Чьи политические провокации, чтобы было понятно? Что вы не реагировали на политические провокации. Но я могу вам разъяснить, что... Вот позвольте, я закончу, потом разъясню. То есть мы призываем вас, чтобы не реагировали на политические провокации. Мы призываем вас, чтобы вы оставались нейтральными. Чтобы мы оставались нейтральными. И мы призываем вас, чтобы Молдова не втягивалась в этот конфликт. Очень четко хочу подчеркнуть, что Молдова не втягивалась в этот конфликт соседей. Вот эти посылы поддержат все коллеги, эти посылы поддержат практически все жители Гагаузии, и абсолютное подавляющее количество, жителей всей Молдовы поддержат эти посылы. Вот мы вас к этому призываем. И в части провокаций, просто два слова, по части провокаций я имел в виду, чтобы вот именно в контексте этого, то есть мы должны быть нейтральны сугубо, не реагировать. И, соответственно... Я думала, вы имеете в виду то, что сказал господин Лавров вчера. Нет, я имел в виду то, что я сказал сам. Я думала, эти провокации. Пожалуйста, Для тех, кто пропустил или не видел последнее заявление Лаврова, там он говорит или говорил о том, что Россия будет защищать русскоязычное население в Молдове, в том числе и в Гагаузии. Мы все знаем, что Россия имеет в виду под защитой русскоязычных. Обычно это означает следующую цель для оккупации и захвата. Так произошло с Крымом, так произошло с Донбассом, так происходит с другими территориями Украины, оккупированными Россией после 24 февраля этого года. Может, депутатам Народного собрания лучше обратиться к Лаврову с призывом и требованием не делать больше таких заявлений в контексте войны в Украине? Потому что эти заявления рассматриваются однозначно как то, что Молдова – это следующая цель для оккупации. Заявления Лаврова с энтузиазмом подхватывают и местные политики в Гагаузии, подливая масло в огонь своими намеками о дискриминации русскоязычных. Давайте будем честны, о какой дискриминации идет речь, если президент приехала в Гагаузию и говорила со всеми на русском языке. Обучение в школах Гагаузии как велось, так и ведется на русском языке. Все эти разговоры про ущемление русскоязычных в Молдове – это провокация и приглашение оккупантов, особенно сейчас, на фоне войны в Украине. О войне в Украине Майя Санду говорила много. Она говорила, что депутаты не могут требовать от нее поддерживать войну России против Украины. Но вы не можете требовать от меня, чтобы я поддерживала войну России
в Украине, потому что я никогда не буду поддерживать эту войну, потому что я не поддерживаю уничтожение другого государства и людей. Вы видите, что там происходит, потому что у нас есть достаточно информации. Это страшно, что происходит. И этого не должно произойти в наше время. Мы все должны уважать границы друг друга. И мы все должны иметь шанс жить мирно и строить то, что мы хотим и что мы можем в наших странах. Да, это уже зависит от нас. Но чтобы уважали территориальную целостность и суверенность государства. Особенно интересно было наблюдать за реакцией Ирины Влах во время этих выступлений. Ей явно некомфортно. Она, к слову, не проронила ни слова за эти 2 часа, ну, за исключением приветственного слова, но усиленно выражала недовольство, особенно при словах о войне. Даже после того, как Санду пояснила свою позицию в отношении войны в Украине, депутаты не оставляли эту тему. В конечном итоге это вылилось в скандал. Майя Григорьевна, а вы были в Донбассе? Госпожа президент, давайте ваших ответов уберем соседнюю страну, Украину и ситуацию. Давайте будем говорить о Молдове, о ее жителях, о ее проблемах. Мы о Молдове и говорим. Вот социалисты, мы сейчас говорим о жителях, о наших чаяниях. Илья Семенович, не мешайте здесь. Майя Георгиевна. Оставьте соседнюю страну, говорим о Республике Молдовы, пожалуйста. О проблемах Республики Молдовы. И о ее жителях. Вы хотите слышать ответ или нет? Я почему-то думал, что когда приезжаешь в Гагаузию, ты всегда гостеприимно, зажиточный разговор. Совершенно верно. Да, я извиняюсь. Мы говорим о нашей стране, о наших людях. Майя Георгиевна, я приношу свои извинения, но вы затронули очень больной вопрос. То, что касается жизни и смерти людей. Вам надо было быть в Донбассе и спросить этих людей, как они ложились и вставали. Ну вот это дезинформация. 8 лет. Дезинформация. Значит, мы видели, что происходило там 8 лет. Если определенная территория не согласна с центральной политикой, это не значит, надо убивать там стариков, детей, бомбить. Никого не нужно убивать. Об этом мы и говорим. Ни один здравомыслящий человек не будет поддерживать войну. Мы не поддерживаем. И мы хотим, чтобы вы тоже не поддерживали эту войну. Мы не поддерживаем, госпожа президент. Какие критерии дезинформации? То, что вы говорите, это дезинформация, что было на Донбассе, но вы утверждаете то, что вы были в Буче. Где грань вот этой дезинформации? Вы можете объяснить людям? Да, я могу объяснить. Вы никто из нас здесь в Гагаузии, запомните раз и навсегда, когда вы выступаете где-то на телевидении. Знаете, никто из нас не поддерживает войну в соседней братской, дружеской стране. У нас родственники как на Украине, так и в России. Так по всему Советскому Союзу, и сейчас, к моему великому сожалению, разбрелись и по Европе, и в Испании, и в Америке. Не надо все клонить на другую страну. Давайте думать о чаяниях и о проблемах Республики Молдовы. Просто подумайте просто на миг, что нету другой страны, кроме Республики Молдовы. Как нам сегодня сделать так, чтобы наши люди были сыты, довольны и жили в тепле? Особенно наши дети предстоящую зиму. Мы над этим и работаем. Но сказать, что эта война не имеет никаких... то есть не создает никаких проблем для нас, это несерьезно и нереально. Вы можете сказать все, что хотите. Во-первых, хотелось бы спросить депутата из Атулии, а где он был 8 лет? На встрече депутаты демонстрировали непоследовательность по вопросу ЕС. С одной стороны, депутаты Народного собрания выступают против вступления Молдовы в Европейский Союз, но при этом требуют европейских проектов. Я просто хочу сказать, вот вы в Европейском Союзе не хотите, а больницу от Европейского Союза хотите. Вот нужно вот решать, что мы хотим. А Советский Союз то, что создал, дороги, дома, они до сих пор стоят. Ну так а зачем так говорите, что про Европу сразу зависит? Гриша Дюльгер больше всех кричал на этой встрече, делая вид, будто что-то понимает в том, что говорит. Но вполне возможно, просто не мог удержаться при виде микрофона. Депутаты даже не отрицают своего лицемерия в отношении ЕС. А социалист Леонид Кюся и вовсе не смог сдержать приступ ностальгии по Плохотнику. Буквально 2 слова о демократии. У нас, к сожалению, в стране вот люди начали замечать, я говорю все мнение людей. Во времена Плохотнюка, оказывается, демократия еще была. По сравнению с тем, что сейчас происходит у нас.
у нас уже цензура... У нас полностью, вы говорите, мы должны быть нейтральными, мы должны брать информацию с обоих сторон. Но на территории... К сожалению, мы не собираемся вернуть Плохотнюка, так что такой демократии мы не собираемся. На этой встрече также зашел вопрос о реформе в сфере высшего образования. Оказалось, что депутатов из Гагаузии больше волнует судьба кишиневских вузов, чем судьба Камрадского государственного университета. Позволить купить жилье и проживать здесь на территории. Конечно же, меня и волнует очень сильно вопрос о закрытии университетов. Мы все-таки сегодня аграрная страна, и сегодня закрывать университет... Какой университет? Аграрный, реорганизация, как вы это называете, не вопрос. Этот вопрос сильно волнует сегодня молодежь, потому что все-таки мы аграрная страна, и сегодня реорганизовывать основной университет по сельскому... Сельское хозяйство здесь, в университете... По сельское... Что у вас есть? Я понял. Я говорю на территории Молдовы, я понял, еще раз говорю. Председатель фракции блока коммунистов и социалистов Иван Димитрогло, которого мы только что лицезрели на видео, наверное, плохо подготовился к встрече с президентом. Если бы подготовился, то он узнал бы, что оптимизация не коснется Камрадского государственного университета. Если депутаты советуют президенту думать прежде всего о нашей стране, то пусть подадут пример и подумают прежде всего об автономии и не суют свой нос куда не следует. Там, в Кишиневе, есть кому подумать об аграрном университете. Без депутатов из Гагаузии там обойдутся. И завершилась встреча Санду с депутатами на совсем некрасивой ноте. Сначала, благодаря усилиям Леонида Кися и Григория Дюльгера, они решили указать президенту Молдовы, на каком языке она говорит. А потом, благодаря депутату Елене Юрченко из Чедрлунги, которая потребовала от Санду поехать к Путину. Про Конституцию. В Конституции у нас четко написано, что у нас язык молдавский. Мы являемся патриотами Молдовы. Но, к сожалению, вы празднуете язык румынский. Я праздную язык молдавский. А я считаю, что я знаю лучше, чем вы, какой у меня язык. Вы знаете, что у вас гагаузский язык, а я знаю, что у меня румынский язык. А в Конституции написано молдавский. Почему тогда в полемику уходить? Вы знаете, всегда, когда есть проблемы в государстве, вы переходите, власть имущие, на игру, как он называется язык. Да без разницы, как он будет индонезийский. Люди переживают, что будут завтра кушать и как они проживут эту зиму. Без разницы, на каком языке мы разговариваем. Это вы проводите полную русофобию и про румынскую русофобию. Я предлагаю, чтобы мы обсуждали наши вопросы, а не начинали про как называется язык. Я уважаю ваш гагаузский язык. Я хочу вам помочь, чтобы люди знали свой гагаузский язык. Я уважаю вашу культуру, и мы готовы помочь увеличить финансирование для того, чтобы продвигать язык и культуру. И вы должны уважать мой родной язык. И тогда у нас все будет хорошо. Но это же выглядит нелепо и смешно. Гагаузы учат молдаван, как называть их язык. Как бы кто его ни называл, я лично его называю румынским, и в школе я изучал румынский. Но на этом языке есть обучение. Пишутся книги, более 20 миллионов человек на нем говорят. Румынский не относится к числу исчезающих, а гагаузский относится. Депутаты лучше бы о гагаузском языке позаботились. Видимо, у депутатов был план довести встречу до кипения, поэтому после этого инцидента градус продолжал повышаться. Что впереди у нас лампадка и буржуйка. У меня к вам огромная просьба, как матери, как педагога с 28-летним стажем. Отложите в сторону все. Соберитесь, поедьте в Российскую Федерацию, договоритесь о цене на газ. Вы, как президент этой страны, вам люди доверили, а сегодня они в вас сомневаются. И сомневаются не только в гагаузской автономии, но и в других регионах нашей Республики Молдова. Не могут наши дети сидеть в школах при 15 градусах в кабинете. А у нас нет еще 15 градусов. Так что давайте не будем говорить о вещах, которые не происходят.
Давайте не строить себе такие картины. Мы сказали, что мы должны быть готовы ко всем сценариям. И это нормально быть честными, потому что мы могли бы вам сказать, что все хорошо, что нет никаких проблем. А мы уважаем людей, и мы сказали, что есть риски, но мы делаем все возможное для того, чтобы мы не дошли до этой ситуации. Для того, чтобы уменьшить цену, это недостаточно, чтобы только мы захотели это. Нужно, чтобы и те, которые продают этот газ, чтобы тоже захотели. И если они не хотят, то мы можем с вами здесь очень долго обсуждать. А вы уверены, что они не хотят? Да, я уверена. Чем уверены? Вы идете на крымскую платформу, говорите чушь, которая не соответствует действительности. Ну, если вы когда мне идти договариваться о цене и нормально вести диалог, но это неправильно. К сожалению... Не надо здесь вводить людей в заблуждение. Можно договориться о цене на газ, когда ты плюешь человеку в лицо. Я никому не плюю в лицо. У нас уже время. Получается, вместо того, чтобы... Ну нет потенциала у этого созыва Народного собрания вести диалог с Кишиневым на цивилизованном уровне. Эта безобразная сцена стала завершением первого рабочего визита Санду в Гагаузию. Ну, если уж Елена Юрченко потребовала от Санду поехать к Путину, хотелось бы спросить ее, а как обстоят дела у газовой группы Народного собрания под руководством Виктора Петрова, в которую входит и Елена Юрченко? Были у Миллера? Люди, которые не могут попасть даже в приемную уборщицы Миллера, пытаются учить президента, как выстраивать международные отношения. И другой вопрос. Почему господа члены газовой группы Народного собрания, Петров, Юрченко и Кюся, не задают вопрос, что Ирина Влах делала в Казани? Она недавно оттуда вернулась. У себя в Фейсбуке Башкан сообщила, что на встрече с президентом Татарстана Миннихановым она обсуждала опыт Татарстана в области телевизионной медицины. А почему Ирина Влах, например, не попыталась договориться с Татарстаном о поставках в Гагаузию нефтепродуктов по низким ценам? В Татарстане есть государственная нефтяная компания, называется Татнефть. Вопрос президенту задала и заместитель Влах Олеся Танасогла. Она попросила у президента денег на издание книг на гагаузском языке и создание фонда по поддержке гагаузского языка. Издание стоит 2,5 миллиона, поэтому просьба найти возможность в этом году их профинансировать. И на следующий год в бюджет страны заложить фонд поддержки гагаузского языка. Это проблема международного значения, на нее обратила внимание всеми признанная международная организация ЮНЕСКО. Просим центральную власть сформировать фонд поддержки гагаузского языка. На следующий год запланировать полномасштабные мероприятия. В этом году у нас 75 мероприятий, они стоят 5 миллионов 700. Сейчас просим за этот год успеть хотя бы профинансировать 2,5 миллиона с вашей поддержкой. Вы меня, конечно, извините, но это предел глупости. А зачем тогда Гагаузия, если она не может найти средства на развитие гагаузского языка и на издание книг? По-моему, действиями своего заместителя Ирина Влах расписалась в собственном политическом бессилии. Еще один момент, на который следовало бы обратить внимание, это вопрос к президенту. Зачем Молдова тратит на укрепление своей обороноспособности? С кем мы собираемся воевать? Задавались вопросом депутаты. А так, хочу дополнить вопрос Киаси. Вы знаете, госпожа президент, я как-то слышал ваше интервью насчет мотык, вы говорили. Я вас заверяю, я говорю как военный. И как кое-что видел. Не те политики, которые вам говорят, что мы первый день должны встретить, дать отпор. Кому отпор дать? С кем воевать собираются, я не понимаю. Этот вопрос звучал несколько раз. Слушайте, господа депутаты. Понятно, что большинство из вас, особенно те, кто задают этот вопрос, не встанут на защиту независимости Республики Молдова. Особенно, если на Молдову нападет Россия. С этим все ясно. Не надо по этому поводу распространяться. Не хотите защищать, хоть молчите. Не выставляйте себя в дурном свете. Но только не надо мешать делать свою работу тем, кто хочет, может и обязан защищать страну. Как-то странно слышать, когда главнокомандующему советуют не укреплять обороноспособность страны. А как тогда президент и главнокомандующий будет обеспечивать соблюдение статьи 77 части 2 этой статьи Конституции Республики Молдова, где сказано, что президент Республики Молдова является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны? Как президент будет обеспечивать все это, не имея армии? Мотыгой?
Все эти вопросы звучали на фоне заверений, что депутаты поддерживают территориальную целостность и единство Республики Молдова. Но только они не уточняют, они видят единую Молдову, поглощенную Россией, или действительно независимой и суверенной страной. Резюмируя в двух словах, в Гагаузии ждали Майю Санду не для диалога, а для того, чтобы ей устроить публичную порку и показать это на местных и национальных СМИ, подконтрольных пророссийским политикам, и на российских федеральных СМИ. Их не интересовало, что ответит им Майя Санду. Они ее даже не слышали. Если в Гагаузии так видят диалог с Кишиневым, то мне очень жаль. Гагаузские политики выставили себя невежественными и неуважающими свою автономию по двум причинам. Прежде всего, потому что в разговоре с Майей Санду они практически не поднимали вопросы, связанные с Гагаузией, а в основном вопросы геополитики в интересах России. Во-вторых, таким поведением гагаузские политики отдаляют от Гагаузии международных партнеров, которые могут и хотели бы помочь Гагаузии. Вот таким вот был первый рабочий визит президента Майи Санду в Гагаузию. Надеюсь, в следующий раз депутаты проявят себя лучше. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Делитесь этим видео, ставьте лайки. С вами был я, Михаил Серкели. Увидимся в следующем выпуске Nocta Life.